بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья, Алхамдулиллах, что сегодня настала опять джума. Пусть Аллах примет наш джума. Дай Аллах нам всем здоровья, крепкого имана, и пусть Аллах нас сохранит от бед. Расскажу вам два хадиса из хадиса пророка, алейхиссалату вассалам. Если послушать эти хадисы, для любопытных людей постоянно хотят узнавать, все спрашивать, тонкости, и себе потом проблемы много ищет, находит. Как говорится, мало знаешь, крепко спишь, говорит. Это по отношению, то, что не касается тебя, не надо много знать. То, что тебе касается, религию касается, это, конечно, необходимо и обязательно. Мин хусни ислами аль-мар'i таркуху ма ла я'ни. Пророк, алейхиссалату вассалам, в хадисе говорит, как же прекрасно говорит ислам того человека, который он оставляет то, что ему не касается, говорит. Порой бывает, у нас есть очень вокруг нас искренние братья, которые любят нас, уважают, и хорошие отношения. А мы ковыряемся, про них того спрашиваем, этого спрашиваем, их проверяем, испытываем, этих людей от себя отталкиваем. Каждый из вас, наверное, сталкивался с таким моментом. Надо жить попроще. На много чего надо закрыть просто глаза. Бывает, на каждую мелочь придираться, цепляться, и разве стоило, потом думаешь, портит все наши хорошие отношения, дружбу из-за какой-то вот этой мелочи, которой мы дружили столько времени, столько прошло. Иногда не только друзей, иногда хороших клиентов теряет кто-то из-за мелочи, которая начинает придираться, цепляться. Вот этот хадис пророка, алейхиссалату вассалам, показывает нам дорогу, как надо жить дружно и попроще. Как говорится, есть такое тоже пословица: доверяй, но проверяй. Но проверять это не значит, если ты проверил, что-то мелочь нашел, надо уже этого человека ранить до конца. Проверил, просто для себя понял. На следующий раз оставь его, с другим работой. 545 хадис из книги Адаб аль-Муфрад. Баб иза ахабба раджулян. Тема такая: если кто-то полюбит кого-то, фала юмари, пусть с ним не спорит, говорит. Если любишь, не спорь. Иди на уступку, можно оставить. Валя яс'аль анху, и не спрашивай про того человека, который ты любишь. Какой он, кто он, чем занимался все время, не надо спрашивать. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية أن أبا الزهرية حدثه عن جبير بن نفير عن معاذ بن جبل. Сподвижник Муаз, сын Джабаля, да будет доволен имя Аллах, аннаху кал, что он сказал: «Иза ахбабта ахан фала тумари». Если ты полюбишь кого-то, ты не спорь с ним. «Валя тушари», и не имей какие-то финансовые отношения с этим человеком, говорит. Давай вместе бизнес откроем. Друзья, близкие, очень друг друга доверяли, любили. Открыли бизнес, кто-то начинает опаздывать, не приходить, или же не особо внимание делать на работу. И начинается между ними, как говорится, упреки. И начинается холод. Отношения начинаются портиться. Поэтому Муаз бин Джабаль, радийаллаху анху, призывает лучше такие финансовые дела не начинать друг другом. Если вы друг друга любите, уважаете, и вам хорошо вместе время проводить, вот это означает «Валя тушари». «Валя тас'аль анху». И не спрашивай, говорит, про него, говорит. С какого-то села он, какой он среди вас, какой человек, чем занимался, что он делал. Не надо. Он с тобой хорош, тебя не подвел, с тобой дружный, честный, верный. Может, с кем-то не поладил его отношения. Как говорится в хадисах пророка, алейхиссалату вассалам, «Инна арвах муджаннада», говорит. Поистине, вот душа, наши души, они как войски, говорит. В хадисе это сказано. То, что вот
хотя мы в жизни не встретились, бывает иной жизни, то есть арвах, наши души могут встречаться где-то, когда мы спим, когда наши души где-то ходят. Это тоже реально, мы это верим, мусульманин верит в это. Вот он спит, иногда душа там, тут бывает, это все знаем. Вот наши души могут где-то встречаться и увидеть друг друга, и полюбить. И бывает такой момент порой, они увидели где-то друг друга, но мы не помним сами, но наши души помнят, и они от друг друга как-то разочаровались и отталкивались. Поэтому при первой встрече кого-то ты просто не нравится, не любишь, кого-то при первой встрече тебе очень приятно и с ним так весело бывает общаться. Это в хадисах сказано. Поэтому не надо там про него постоянно спрашивать. Дружи, как ты его знаешь. Валя тас'аль анху, вот это означает. Фа'аса ан туафия лаху адуан. Продолжает в хадисе. Может, говорит, ты увидишь того человека, который врага говорит, его врага. Он только плохое про него может говорить. Может, не враг, может, какой-то завидующий человек. Про него хороший никогда не скажет. Фаюхбирука бима лайса фи, может, он скажет то, что в этом друге, который у тебя не было, может, такой клевету он скажет. Фаюфраху байнака ва байнаху. И он будет причиной разделить между вами, говорит. Видите, ислам, как нас призывает быть дружными и оставаться дружными. Дай Аллах нам такой покой в душе, чтобы мы лишний раз не коверялись, друг друга любили, уважали и доверяли. Аминь. Это первый хадис. Второй хадис. Бабуль кибр. Сейчас вот гордость. Начинаем говорить про гордость. Большинство людей что заставляет от друг друга избегать? Считаешь, этого человека недостоин тебя, не заслуживает отношений какие-то. Но бывают моменты, где надо просто оставлять, а где иногда гордость тебе не дает дружить с ними. Вот это плохо. Ан Абдиллах бин Амру радияллаху анхума, сын Амру Абдуллах говорит, да будет доволен имя Аллах, кунна джулусан инда Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. Однажды мы сидели рядом с пророком саллаллаху алейхи вассалям. Фаджаа раджулун мин ахли аль-бадия алейхи джуббату сиджан. И подошел к нам человек, как говорится, бедуин, осталые арабы же бывают, которые. И у нем есть какой-то вот халат. Хатта кама аля расин наби, он стал, где пророк саллаллаху алейхи вассалям, факал и сказал: инна сахибакум ад вадаа кулля фарис. Ваш этот друг говорит, этот бедуин араб говорит, указывая на пророка, говорит тем людям, которые рядом стоит, вот этот ваш друг хочет, говорит, то есть унизить каждого великого человека и поднять каждого отсталого человека. Пастуха хочет поднять, а другого, который имел авторитет, его вниз поставить. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته. Тогда пророк, алейхиссалам, конечно, это не понравится пророку. Пророк никого не хочет унизить. Хоть бедный, хоть богатый, они равны перед Аллахом. Стал пророк, алейхиссалам, взял его за эту шкуру, как говорится, за шкирку взял, собрал вот эту одежду. Видите, хоть пророк, алейхиссалам, мягкий, но иногда бывали моменты, надо человека дергать вот так, чтобы он очнулся, знал, о чем он говорит. Конечно, не ударил его. Взял и сказал: «Аля ара алейка либаса малла яqil». Не вижу я в тебе человека, который настолько дурака, не вижу, говорит, в тебе. Думаю, ты нормальный человек, не стоит тебе такое говорить. Что обозначает? Вот как красиво пророк, алейхиссалам, подошел к нему. Я не думаю, что ты дурак, говорит, который не понимает. Потом продолжает пророк, алейхиссалам: «Инна наби Аллах Нухан, саллаллаху алейхи вассалям». Пророк Нух начал говорить про пророка Нуха. «Ламма хадаратул вафат», когда пришло к нему смерть,
Он сказал, говорит, сыну, «Инни кассун алейка аль-васия». Я тебе такое завещание делаю. «Амрука би иснатайни ва анхака ан иснатайни». Нух, пророк, который жил, то есть призывал к Аллаху 950 лет, а жил еще он больше. 950 лет, и посмотрите, какое завещание у него было своему сыну. Вот два вещи, которые я тебе повелеваю, и два вещи, которые я тебе запрещаю. Амрука биля иляха илляллах. Я приказываю тебе, чтобы ты держался словом ла иляха илляллах. Нет божества, кроме единого Аллаха. То есть не отходи от этой веры, от имана. Фа инна самавати саба, валь арадина саба. Поистине, 7 небес и 7 земли, говорит, лау вуди'на фи каффатин, если их поставить на одну ладони, ну так образно. Ва вуди'ат ла иляха илляллах фи каффати, если и поставить слово ла иляха илляллах на другой ладони, вот так, если поставить 7 небес и 7 земли, ла раджахат бихинна, слово ла иляха илляллах, она была бы, говорит, тяжелее, чем это все, говорит. Ценность ла иляха илляллах обозначает. И дальше продолжает. Валяу анна самавати саба, валь арадина саба. Также, если 7 небес и 7 земли, кунна халаката мубхаматан, если они были бы как мячик маленький, вот как кольцо, лакасаматхунна ла иляха илляллах, слово ла иляха илляллах их поломало бы, говорит, на части, говорит. Ну как сильный, настолько сильная вещь, ла иляха илляллах. Ва субханаллах ва бихамди, слово субханаллах ва бихамди, которое мы говорим, Аллах чист от всего недостатка, и восхваляем Аллаха, вот это слово говорит, фа иннаха салату кулля шей, ва биха юрзаку кулля шей. Двумя этими словами Аллах дает удел на все, говорит. Это дуа на все, говорит. Вот привыкайте говорить почаще слово субханаллахи ва бихамди. Иншаллах, дороги откроются. Как говорится, Аллах дорога к всему, говорит, открывающий. Ва анхака ани ширки валь кибри. Вот два вещи, которые он повелел своему сыну. Субханаллах ва бихамди и ла иляха илляллах. И два вещи, которые я тебе запрещаю. Многобожие, ширк, поклоняться кроме Аллаха к чему-то. Призывать делать сужда, поклон, считать могущественным кого-то, чего-то, кроме Аллаха. Валь кибр, гордость. Акульт, аукиль я Расул Аллах. Тогда сказали, говорят, о посланник Аллаха, хаза ширк кад арафна. Многобожие, что такое, мы все знали, говорят, уже поняли, говорят. А здесь гордина, что за гордина имеется в виду, о посланник Аллаха, спросили. А тот человек, который рядом пришел, эти слова сказал, он слышит, видите, пророк, как будто вот речь пророка, видите, на его внимание на все не обращает, как будто он всем говорит, сейчас в конце хочет привести, к чему он хочет говорить, что хочет сказать этому арабу и остальным. Кибр, а гордость, ан якуна ли ахадина хуллатун ялбисуха. Каля ля. Сподвижники сказали, я Расул Аллах, вот гордость, которую пророк запретил Нух, своего сына, конечно, нас тоже. Что за гордость? Это гордость одет в хорошие одежды, что ли? Вот это гордость, говорит. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал, нет, одевать можешь самое прекрасное, хорошее, но это не гордость. Тогда сказали сподвижники, ан якуна ли ахадина на'ляни хасанатани. Видите, тогда гордость одет в хорошие обуви. Настолько сахаби простые. Вот эти вещи как будто вот, сейчас тоже, конечно, кто-то, некоторые, многие гордятся с этим. Хорошие туфли иметь, то есть дорогие или там фирменные. Это гордость будет, да, если я буду выбирать хорошие. Человек может калуши одевать, может хорошие обувь одевать. Нет, это не гордость. Или же спросили сподвижники, а что такое гордость? Может, это его верблюд, лошадь, который самый такой дорогой, ценный? Пророк опять говорит, нет, говорит. Тогда они сказали, я Расул Аллах, ну, то, что они представляли, гордились, чем они в свое время, они это начали перечислять. Тогда сказали, я Расул Аллах, тогда иметь вокруг себя друзей много, да, вот я хожу со мной день 100 человек, 20 человек, когда я ухожу, когда я стою, со мной сразу столько человек встает. Иметь таких друзей, это гордость? Пророк говорит, нет, я
Тогда они начали спросить пророка, ну тогда же что за гордость? Они изначально, если спросили бы, сразу пророк, алейхиссалам, ответил бы. Но они сами начали перечислять то, что они думали. Когда завершилось то, что они думали, начали спросить, ну тогда же что такое гордость, который запретил Нух алейхиссалам? «Каля сафахул хак ва гамсун нас». Сафахул хак — не принять истину, не принимать истину. Когда говорит слово правды, истину, он не хочет принимать. Просто вот эгоист, как сказать, можно сказать. А? Гордец, не хочет кого-то принять. Вот то, что он сказал, все. Хоть правда, он знает, это правда, но не хочет принимать. Я не принимаю. Вагамсун нас, это тоже ихтикарухум, унизить людей. Араб о чем говорил вначале? Ты человек, который любишь унизать, кто был почтенный, и повещать, кто был унижен. А здесь в хадисе пророк что сказал? Дал понять, почтенность, однако, не является, можно одевать, ходить, пускай будет тебе сотни человек, когда ты стоишь, тысячи пускай стоят, ведь там гордость. Таких людей пророк не унижает. Это даже пророк не считает гордостью. Это для пророка нормально. То, что для пророка, алейхиссалам, не принял и нехорошо перед Аллахом, сафахул хак, истину не принимать, как этот человек не принял пророка слова вагамсун нас и унижать людей. Кого-то считать, я на джип еду, он на жигули едет. И считать его не уровень, когда я с ним общаюсь. Я иду, стою только у кого такой же джип, как у меня. Или какая-то такая же работа, как у меня. Вот это пророк считает гордостью. Самый короткий хадис, который нам понимать дает этот хадис. Мастакбара ман акала ма хадимаху. Нету гордости того человека, который может кушать своим рабиной, рабом. Вместо рабом он может сидеть покушать. Гордый человек это не сделает. Варакибаль химара бил асва, который спокойно может сесть на осла, по базару может идти. Человека гордость не будет говорить. Допустим, человек, который на джипе едет, скажешь ему на жигули езжай, там город туда-сюда на свадьбе, не позволит, лучше он пешком поедет. Если может человек так свое состояние поменять на разный образ жизни, значит у него нет гордости. Он может сидеть и бедными, может там, как говорится, хлеб, помидором кушать, посидеть, и везде, где там посидеть, покушать, значит нет этого человека гордости. Ва'такаля шат фахалаба, также, который, у него бараш, который дает молоко, взял, может дать спокойно молоко тоже. Это признак простых людей. На этом завершим. Пусть Аллах нам поможет понять друг друга, уважать. Мы очень видим людей, чуть деньги имел, салам, когда дает, же руку вот так дает. Издалека вот так. Когда он простой был, ассаламу алейкум, приходил, машаллах. А потом, видишь, время проходит, лишнее слово уже не говорит. Не из-за того, что он следует за пророком, алейхиссалам, оставляет лишнее слово. Нет, просто он стал гордый сейчас. Поэтому он не считает вокруг себя подходящим для себя. Пусть Аллах нас бережет от таких низких характеров. Пусть Аллах нас сохранит нашу дружбу и скромность. Амин, амин, амин. Альхамдулиллахи раббил аламин.